Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Life. Сегодня мы с вами гадаем на замечательную тему «Проблема в отношениях». Посмотрим, какая проблема сейчас на данный момент в ваших личных отношениях с загаданным человеком. И гадать я буду на Таро «Женские тайны». У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Первая карта будет показывать ваши чувства к загаданному человеку. И тем самым вы определите, правильно ли вы выбрали позицию. То есть выбираем по сигнификатору. Сигнификатор – ваши чувства к человеку. Ваши чувства. Итак, кладу 3 карты на стол, 3 позиции, да. И украсим камушками. Первая позиция – черный турмалин, камень колдуна. Вторая позиция – тигровый глаз, камень Шивы. Третья позиция – черный агат. Тут у нас он с сюрпризом, видите, внутри у него целый мир. Итак, первая, вторая, не хочет лежать, третья позиция. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Итак, черный турмалин, первая позиция. Мы рассматриваем проблему в ваших отношениях с загаданным человеком. Первая карта – ваши чувства к этому человеку на сегодняшний день. Да, какие? Герой динариев. Смотрите, герой динариев. Эта карта показывает, что, в принципе, вы этого человека ставите на пьедестал. Вот я вижу здесь именно так. Вы его как-то превозносите на сегодняшний день, завышаете его значение в своей жизни, может быть, в жизни даже, не знаю, там, вашей семьи, не обязательно даже только одной вашей жизни, да, может, даже в жизни окружающих людей. Вообще, по сути, вы ему доверяете, судя по этой карте. Вы считаете, на него можно положиться. Вы как будто бы видите, что этот человек вялый, вы видите, что это человек пассивный, что у него очень много в жизни условностей, но все равно считаете его честным, справедливым, благородным и достойным этого доверия. Да, это совершенно не романтичный человек. Вы тоже отдаете себе в этом отчет, то есть вы видите в нем недостатки, но вы стараетесь эти недостатки уменьшить, а его достоинство увеличить. Да? Достоинства какие у него? Работящий, скорее всего, чаще стабильный в каких-то своих привычках, возможно, даже чуть-чуть медлительный человек, скучноватый. Но вот если он скучноватый и медлительный, у вас такой вывод, значит, надежный, да? Значит, честный, значит, не бросит, значит, будет с вами в любом случае, или хотя бы ему лень будет вам изменять. То есть в этом его какое-то достоинство, да? То, что он будет работать и не уволится, например, не будет, как сказать, этим тунеядцем. Хорошо, а что он тогда к вам чувствует? Если вы согласны вот, да, с своими чувствами, что он к вам чувствует? На сегодняшний день, как он вас видит, да? Двойка мечей, вот вы к нему чувствуете герой динариев, он герой, да? А он к вам чувствует, у него чувство двойка мечей. И, в принципе, по нему это было изначально видно. Даже вот как вы его себе представляете, да, это уже было понятно, что у него какая-то такая карта выйдет на чувства. Объясню почему. Потому что эта карта показывает в чувствах, что человек считает, ну вот, он вас любит, да, что он вам близкий человек, что он должен даже быть нежным с вами, но иногда он свою нежность считает абсолютно бессмысленной. То есть
я не хочу, не могу, не желаю тебе что-то доказывать. Вот понимаете, так. Или мне кажется бесполезным сильно много дарить тебе там подарков, оказывать знаков внимания. Вот в этом суть здесь, понимаете, что да, он вас любит, но у него нет страсти, у него нет вот этого такого вот как настроя романтического, что уж там взять, там поухаживать, что-то подарить. Он считает, это не нужно. Совершенно не нужно. В этом суть. Хорошо, давайте теперь смотреть наш с вами расклад на проблему в отношениях. Да, вот это вы, чувства ваши, это его, да. Смотрим на проблему в ваших отношениях. Какая проблема в отношениях есть на данный момент? Девятка динариев. Девятка динариев показывает первое. Может быть, в этих отношениях не хватает изобилия. Не хватает денег, не хватает каких-то действительно финансовых вложений со стороны загаданного человека. Он может вполне быть, там, не знаю, работящим, но у него есть потолок по заработку. Вам бы хотелось больше, вам бы хотелось богатства, роста, достижений, прибыли. Вы хотели бы независимости в плане денег. Вы хотели бы контролировать свою жизнь с помощью больших финансовых поступлений. То есть не когда вас стихийно куда-то засасывает, да, а именно чтобы у вас была обеспеченность, чтобы вы там не мучились от долгов, например, или от того, что там не можете что-то починить или купить себе бытовой прибор. Вы бы хотели, ну, хотя бы жить средне, ни в чем не нуждаться. И, соответственно, да, это проблема. Не хватает материальной обеспеченности. Вот если бы она у вас была, с обеих сторон было бы лучше. Почему? Потому что если бы этот человек больше зарабатывал, он бы чувствовал себя увереннее. У него бы было больше, кстати, романтики и желания что-то подарить, раз деньги есть. Сейчас же он без необходимости что-то дарить точно не станет, да. Я не говорю, что все такие корыстные, должны там это, но просто женщине кажется, что если мужчина дарит, он ее любит. Если он там даже пусть цветочки там какие-то купил, а у него элементарно, понимаете, может, вот, ну, мне это не надо и все. То есть дело не в том, что вы корыстны, или там дело не в том, что вы ждете от него больших даже денег, да, а в том, что человек неправильно ставит приоритеты, как будто даже, понимаете? По какой причине эта проблема произошла? Умеренность. Во всем человек, видите, старается соблюдать умеренность. Вот он такой вот, понимаете, ну как, не то, что даже экономный, а как бы всего выдает по чуть-чуть. Как бы только в меру, только в среднем количестве или помалу. Он к любому человеку такой подход имеет. К родителям, например. Ну, вам же этого хватит. К себе даже. Мне же хватит там поношенные рубашки на 2 года. К вам, естественно. Ну, что ты мне все время цветы там. Вообще цветы завянут в вазе, да и все, что я на них буду деньги тратить. И вот так во всем. То есть он слишком медлительный, он нерасторопный, он не романтичный. Он во всем соблюдать пытается умеренность. Слишком такая заниженность у него идет вот в плане щедрости, да, низкая щедрость. И, конечно, это причина глубоко внутри у человека. Он не привык разбрасываться любыми ресурсами. Из-за этого у него, кстати, может быть ограниченность финансов. Был бы он щедрый, деньги бы к нему шли. Как можно эту проблему решить? Все же стараются из одного чего-то там конфетку сделать, да? 5 динариев вышла. Карта говорит, это кармические отношения, никак тут проблему вот так вот кардинально не решить, да. Если бы вы зарабатывали сами бы раскрутили это все дело, соответственно, вам бы не захотелось содержать этого партнера, вы бы нашли себе кого получше, да. А если на то пошло, даже если вы станете богаты и станете содержать этого партнера, это вы будете его содержать, не он вас. И дело в том, что вы не сможете его изменить. Он такой уже, какой есть, понимаете? Он не будет богатеть, ему для этого он слишком нерасторопный, ему ничего не хочется. Не будет он богатеть. А если вы разбогатеете, вам не захочется в него вкладывать. Понимаете? Даже если захочется, он не будет в вас вкладывать, а вы хотели, чтобы он в вас вкладывал. Купить на ваши деньги вам что-нибудь, это не подарок.
Не подарок. Это не считается вложением этого человека. Не на равных вы, понимаете? Сейчас вы более даже на равных, чем будете, если у вас появятся деньги, а у него нет. Какой итог будет в этой ситуации? Четверка динариев. Все останется как есть. Вы должны понять, что если вы не стремитесь к чрезмерным каким-то благам, да, или не знаете, как их достичь, самого этого человека вы не измените, вы просто можете с ним стабильно проживать, быть сколько угодно времени. Романтики это нисколько не добавит, и его щедрости тоже. Смиритесь тогда, да, что хотите другого, ищите другого, но этого вы не поменяете. Совет, как вам поступить? Тут у меня даже кажется вопрос, вообще оставаться с таким или не стоит. Вот девятка чаш говорит оставаться. Почему? Объясню. У вас есть другие у него плюсы. Стабильность, например. Действительно, он может не изменять вам, потому что ему лень. Или потому что он там не популярный, да, в физическом смысле. Там, ну, может быть, не такой, вау, привлекательный, не любит за собой там следить или еще что-то, да, там слишком дорогую одежду же себе не покупает. Вот. И получается, что у вас может быть стабильные отношения, семья, все. Но развлечений таких вот, чтобы романтика и все такое прочее, конечно, вы не дождетесь от него. То есть, ну и карты не советуют вам пока менять шило на мыло, потому что, ну, пойдете вы к какому-нибудь жиголо, он другой вам кардебалет устроит. Ну, будет он романтичный, но он тогда со всеми будет романтичный. Вот везде какие-то есть минусы. Поэтому пока карты не советуют вам менять эту жизнь. Вот так. Но и не советуют ждать от этого партнера маны небесной, потому что это не произойдет. Смиритесь уже, какой вот он есть. Ну, вот такой ответ первой позиции. А мы идем дальше. У меня карта немножко, как знаете, такая мелкая бумага сыпется. Не знаю, вот качество такое. Вторая позиция. Наш тигровый глаз, камень Шивы. И первая карта у нас с вами, это ваши чувства к нему. Вы по ней ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию, да? Тореадор динариев. Смотрите, Тореадор это уже немножко другая история, да? То был герой, а то Тореадор. Тут уже с вашей стороны как бы есть отчет о том, что это некий восторг, да? Вот вы знаете, что вы как-то все равно восхищаетесь этим человеком. В чем-то вы считаете его не совсем опытным, с другой же стороны усердным, да, вы знаете, что он может многого в жизни добиться, достичь. И вы видите, что он дотошный в некоторых вопросах своей жизни, да, и что, ну, значит, на него можно в жизни сделать ставку в том плане, что а вдруг у него в будущем будет развитие, карьера. То есть вы видите в нем какие-то перспективы. И, соответственно, раз в человеке есть перспективы, с вашей стороны возникает и восхищение, и страсть, и уважение, и, возможно, любовь, влюбленность. Вы понимаете, что это интересный человек. Вы понимаете, что это разносторонний человек, что он может добавлять романтики в эту жизнь. В прошлом раскладе человек был совершенно не романтичный. Здесь вы видите в нем, что он может быть романтичный. Не знаю, как сейчас, там, да, и какая стадия у вас отношений, и все это прочее. Но вы знаете, что он может хотя бы, по крайней мере. И что-то романтичное в ваших отношениях, возможно, уже было. На что вы могли бы опереться вот в своем восторге к этому человеку? В своей какой-то страсти, в своем влечении к нему. То есть у вас тут, да, у вас тут есть это влечение, и, по крайней мере, вы ждете от него там, да, чего-то. Опять каких-нибудь интересных там слов, взглядов или неожиданных, может быть, презентов или свиданий, или просто восхищаетесь его там логикой, умом, когда с ним можно поговорить, пообщаться на разные темы. То есть все-таки интересно вам с этим человеком. Его чувства давайте посмотрим по отношению к вам на сегодняшний день. Какие? И тройка мечей. Вы его обидели. Смотрите-ка, вы его обидели. Если с вашей стороны есть к нему чувство, и вы им как-то восхищаетесь, то с его стороны есть обидка. Как-то ему болезненно, да, в ваших отношениях. Он считает, чего-то не хватает. Может быть, у вас произошла разлука, разрыв какой-то, да. Вы от него ждете, может быть, вестей, а он при этом страдает. У него есть страдания по вам или из-за вас.
А может, вы ему что-то сказали такое не очень о нем хорошее. И его это, конечно, зацепило. Его это зацепило. Но тройка мечей, она всегда, знаете, доказывает. Если у человека есть обидка, значит, ему не все равно. Я считаю, где есть обида, там была любовь. Или есть любовь, да. Поэтому, да, этот человек испытывает к вам чувства, но сейчас что-то явно не так. Сейчас вы его чем-то явно обидели. Хорошо, давайте посмотрим вашу проблему-то в отношениях как раз-таки. Может, мы и поймем, а что тут случилось. Какая проблема в отношениях есть на данный момент? Ой. Ну, смотрите, 8 динариев. Карта показывает проблема в какой-то работе. Сейчас, на сегодняшний день работа. Что-то с работой. Может, человек не может устроиться на работу, или его работа отнимает слишком много времени, или у него не та работа, которую вы ожидали. Или у вас настолько разная работа, разный график, что это вас разлучает, может быть. Бывает, человек слишком занят на работе, и тогда проблема в этом, да. А бывает, он не работает, не может найти работу, или не та у него работа, какая его устраивает. И это, конечно, тоже большая проблема. Там то денег не хватает, да, динарии. Что-то материальное, материального чего-то не хватает, денег не хватает, времени не хватает, да, время тоже материальная вещь. Когда тебе из-за работы совершенно не уделяют никакого внимания, да, или из-за учебы, например, из-за занятости, из-за своей. В этом суть. Вы знаете, действительно, карта может показывать как отсутствие работы, а значит перспектив, да, поддержки там и так далее, так и слишком большую занятость. Хорошо, по какой причине эта проблема произошла? По какой причине произошла проблема? Повешенный. Повешенная здесь, да. Смотрите, карта показывает, во-первых, вы слишком жертвовали собой ради этого человека. Не надо было. Во-вторых, этот человек себя все время считает ограниченным внешними обстоятельствами. Ну, представим, что чего-то не хватает, там чуть-чуть образования, надо его подтянуть, там, да, или знание языка, например, если в другой стране, или, может быть, какой-то квалификации, каких-то курсов. Вы знаете, как будто на него давят реально внешние обстоятельства. Вот. А если он слишком занят на работе, то, мол, начальник над ним давлеет, да, и считает, что он должен быть постоянной жертвой, подвешенным. Поэтому здесь как будто еще что-то внешнее давит на эту всю ситуацию, не только внутренняя проблема отношений. И, соответственно, причиной встает повешенный, значит, получается, и человек не так уж стремится решить эту проблему. Ну, давят на меня и давят, буду жить в таких условиях, понимаете? А вас это раздражает, скорее всего. Раздражает. Что слишком большая занятость, что отсутствие работы, это одинаковая в этом плане проблема. Она всегда говорит о том, что чего-то не хватает, либо ресурсов денежных, я что, за тебя буду работать, что ли, да? Либо не хватает времени, внимания, заботы. Это тоже основной фактор в отношениях. Как можно эту проблему решить? Ой, кардинально. Туз мечей. Кардинально. Ставить какие-то ультиматумы, условия, говорить правду в лицо. Может, вы уже сказали, вот он и обиделся. Вот и все. Может, вы уже сказали, ты слишком занят для меня, я хочу большего. Или ты подвигаешь немножко ради меня свой график, либо мы уже расстаемся. И то же самое, когда не работает. Либо ты ищешь работу, либо до свидания. Да? Хорошо. Что-то здесь вот явно как вам не хватает. Да? Какой итог будет по этой ситуации? Кардинально, да, надо прям условия ставить. Кардинально. Сила. Вы, получается, берете, скорее всего, ситуацию в свои руки, укращаете строптиво вам. Вы понимаете, человек хороший, человек перспективный, но если он не выполнит это условие, как же вы можете быть в отношениях? Никак. Человек выполнит это условие, вы его укращаете. То есть он вам поддается, да? Главное поставить это условие, то есть быть непреклонным человеком, да? Ставить условия и все, вот ребром. Трава не расти, или да, или нет. Совет, как поступать, вообще как быть, стоит ли. Дама динариев. Совет хороший, на самом деле хороший совет, потому что будь собой, сохраняя чувство своего собственного достоинства,
да, тебе что нужно? Семья, там, допустим, стабильная жизнь, хорошее финансовое обеспечение, любовь, внимание. Так и говори. Отношения абы как это не для вас. Вы, скорее всего, практичный человек. Вы любите комфорт, вы любите высокое социальное положение сохранять в своей жизни. И вообще там, покупать себе хорошие вещи или еще что-то. Мужчина как с недостатком в виде отсутствия работы, так и с недостатком в виде отсутствия внимания не может вам подходить. Поэтому вы ставите условия: любишь меня, значит, останешься со мной. И останется. И оставайтесь с собой, сохраняйте чувство собственного достоинства, работайте над своим имиджем, внешностью, продолжайте, да, я думаю, что вы с этим работаете. И работаете вообще, в принципе, да, то есть занимайтесь теми делами, которые вам нравятся, на своей работе трудитесь, там дела свои делайте, и все, и все. И надо так и заявить: я для серьезных отношений, для несерьезных я не подхожу. Да, я дама, а ты тореадор. Тебе еще до меня расти и расти. Но я не хочу быть с кем-то пониже, да. И мне или господин нужен, либо до свидания. Ну, то есть вот так. Все как-то прагматично. Ну, такой ответ по второй позиции. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 3. Наш черный агат. И первая карта — ваши чувства к этому человеку, по ней вы ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию, да? И эта карта у нас шестерка динариев. Что-то у нас динарии сегодня прям на чувствах. Так интересно, все три позиции. Но все разные, да? То есть у этих карт явно разная трактовка. Вот смотрите, вы считаете, что этот человек щедрый. Вот, кстати, он успешный. Вы его чувствуете, что вот он успешный, у него есть большие перспективы в жизни, и он уже чего-то достиг, добился. Вы его рассматриваете для серьезных отношений, держитесь за него, вы его любите, вы его, возможно, даже боготворите. Но вот это восхищение, оно именно с материальной подоплекой. То есть вы отлично знаете, что, делая ставку на эти отношения, вы можете в жизни добиться всего-всего-всего. Ну, то есть быть нормальным человеком, в хорошем браке, материально обеспеченным, с романтикой, с вниманием, вот совсем. Вы видите в нем большие надежды, возможности, понимаете? Вы видите в нем настоящего мужчину, настоящего кавалера. Вы видите в нем господина, императора, там, я не знаю, да, который хорошо там и зарабатывает, и умеет общаться, и красивый, и умный. Ну, вот все в нем есть, понимаете? Вы его любите. Вы прямо вот и не просто любите, а умом понимаете, насколько он хорош. Вот хорош ты везде хорош. Хорошо, а что он чувствует к вам, этот человек? Что он чувствует к вам? Если мужчины, переворачиваете, да? Женщина во всем хороша, настоящая императрица. Так, а он, вот у него Колизей к вам. Понимаете, Колизей. Вот у вас к нему полное уважение, любовь, да? А у него к вам противоположная карта. Он считает, вы ходячая проблема, вы ходячая беда, что он попал от вас в зависимость, вы разрушили его планы и надежды на жизнь, и это какие-то роковые отношения. Этот человек ощущает, с одной стороны, к вам любовь, а с другой стороны, сильное горе от того, что он вообще, в принципе, с вами встретился. Вот так. И объясню, почему. Почему он так чувствует. Может быть, вы залезли к нему в отношения с женой, да? Тогда заставили его развестись или заставляете, тогда вот она, Колизей, башня, да? Если вы просто пришли в его жизнь и начали устраивать там кардебалет, скандалы, вот эти все, вынос мозга, тогда да, характер тогда. Бурный, мол, у тебя характер, ты для меня женщина-авария, да? Или там, если вы мужчина, переворачиваете. Вот, и смотрите, этот человек не знает даже, а вот продолжатся ли отношения. Он считает вот как-то бурно с вами, уж больно бурно. И бурная страсть, но и бурные скандалы. Но вы в нем видите прям эталон. Вот так. Ну хорошо, давайте разберемся в нашем раскладе, да? Давайте разберемся, какая проблема в отношениях есть на данный момент. Ага, господин Динариев. Первая проблема, которая тут сразу же для меня видна,
по этой карте. Это другой человек. Возможно, в ваши отношения вмешивается мужчина. Это явная проблема. Если же ревности, а ревность по Колизею очень может присутствовать, да, нет, если вдруг это не ревность, это не треугольник, это не мужчина вмешивается, то карта может показывать, что проблема, человек властный, жесткий, авторитетный, привык повелевать, привык быть подозрительным, недоверчивым, а вы еще это все усиливаете в нем. Понимаете? Бывает такое, что как нашла коса на камень, да? Вы в нем видите, конечно, все эти как раз-таки параметры. Что он как будто бы действительно авторитетный, властный, но вы не видите в нем жесткости. А ее тоже бы надо увидеть. Он привык быть главным, он привык быть властным, он привык быть подозрительным. И если вы в нем усилите его худшие качества, он будет, конечно же, психовать. Он привык, что ему во всем заглядывают, скорее всего, и в глаза, и в рот, там, и везде, и подчиняются. Вы где-то, возможно, совершенно не подчиняетесь. Конечно, это бесит. По какой причине эта проблема произошла? Тройка кубков. Первое, что сразу же идет в голову, выпивка, вечеринка, посиделки с друзьями. Если это что-то было по пьяной лавочке или по какому-то порыву души, то это, да, действительно может быть или флирт на стороне, причем с обеих сторон, из-за чего произошел скандал, либо какие-то похождения с друзьями, посиделки, что с той стороны, что с другой могут быть как причина, да. Я тебе не подчиняюсь, куда хочу, туда хожу. Вот с обеих сторон может быть. Может, вы приревновали, может, он приревновал, может, вы друг друга, да. Ну, ревность и ревность по причине радостного и счастливого образа жизни, приятного времяпрепровождения. Как можно эту проблему решить? Семерка кубков. А вы знаете, карта показывает креативность, фантазию в отношениях. То есть нужно научиться завлекать друг друга, развлекать друг друга. Может, для женщины какие-то наряды новые, интересные. Подарок мужчине можно подарить. Флиртовать с ним. Улыбаться. Строить глазки. Поговорить, но больше именно о чувствах, о чувственности в отношениях. То есть тут надо налаживать отношения с помощью вот что-то такое, ласка, мягкость, да, вот это все. И здесь, наверное, не надо дальше выяснять отношения, совершенно не надо, а надо вот именно как бы больше удовольствия в этих отношениях, да, удовольствие вносить. Какой итог будет по этой ситуации? Четверка жезлов. Ну, вы можете тут, судя по карте, и помириться, и войти в стабильное состояние, и в серьезные отношения с этим человеком. Вполне можете войти. Здесь итог хороший, я вам скажу, очень хороший итог. И карты, знаете, как показывают, да, что идет достижение вот какое-то, результат. То есть вы проделаете большую работу для того, чтобы вырасти в этих отношениях и добьетесь счастья и успеха. И даже, может быть, и удовольствия совместного, и материального благополучия. Совет. Солнце, да, солнце показывает счастливая карта. Совет: стройте эти отношения, будьте счастливы в них. Счастье, да, вот именно счастье. Покажите человеку, что вы с ним счастливы, что он вам нужен. Покажите это. Это совет. Вам нужно больше с ним общаться, больше вызывать доверие. Солнце говорит о том, что дайте сами надежду этим отношениям. Вы еще можете быть вместе, вы любите друг друга. И докажите человеку, что вы не авария. Да? Докажите человеку, что вы можете быть более покладисты. Но он не привык к таким вещам. Докажите обратное. И постарайтесь вызвать в нем приятные чувства. Потому что здесь есть все надежды на счастье совместное, быть вместе, да. И даже, может, там иметь общих детей, если у вас возраст позволяет. Поэтому, как-то надо по-другому. Раз вы любите человека, надо как-то по-другому. Вот такой ответ по третьей позиции.
Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!